Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вам объясним, что здесь происходит, для чего мы собрались. Сегодня 10 июня 2021 года по адресу Кулаковского, 18, у старинного здания Якутской морской прогимназии мы собрались для того, чтобы сказать, что это здание стало возможным восстановить благодаря заявлению главы Республики Саха-Якутия Айсену Николаеву Государственному собранию Илтумен о начале восстановления и реставрации старейших учебных заведений с привлечением внебюджетных средств стало возможно восстановить это здание. И Якутское региональное отделение Всероссийского педагогического собрания приняло решение внести в свой вклад по воссозданию былого облика исторического здания. И сегодня здесь произойдет вручение сертификата Государственному бюджетному учреждению Республики Саха-Якутия Музея музыки и фольклора народов Якутии, так как старинное здание входит в оперативное отделение музея. И слово передаю председателю Якутского отделения Всероссийского педагогического собрания, кандидату педагогических наук, директору Дворца детского творчества имени Фатии Иннокентьевны Авдеевой Петровой Марии Петровне. Добрый день, дорогие наши горожане, жители Якутии. Мы очень рады тому, что сегодня, в преддверии Дня России, мы вручаем сертификат от Якутского регионального отделения Всероссийского педсобрания, от наших коллег, это представители Якутской кадетской школы и управления образования города Якутска, и Дворца детского творчества, дополнительного образования республики. Сертификат на сумму 40 тысяч рублей мы собрали для того, чтобы передать музею, в ведении которого находится это историческое здание, колыбель первой нашей интеллигенции Якутии. И почему мы сейчас это именно передаем? Потому что недавно совсем прошла очень хорошая такая новостная лента о том, что здание теперь стоит на республиканской земле. То есть землю передали с федеральной в республиканскую собственность, и теперь у музея развязаны руки для того, чтобы восстанавливать это здание. И мы рады тому, что наш глава республики Айсен Сергеевич Николаев услышал пожелания и краеведов, и нашего педагогического сообщества о том, что очень важно для нашей исторической памяти сохранить это уникальное здание, которое помнит шаги, конечно же, нашего основателя государственности Платона Алексеевича Юнского, наших многих первых ученых Якутии и в целом тех, кто создавал и культуру, и искусство, образование, государственность нашей республики. И надеемся на то, что к столетию Якутской ССР мы будем любоваться восстановленным зданием мужской прогимназии. Поэтому, уважаемая Мария Ильинична, наш первый вклад на 40 тысяч рублей, это, конечно, не 40 миллионов, но это начало, и мы надеемся на то, что к этому будут прибавляться и другие меценаты, благотворители и наши коллеги для поддержки этого проекта. Сама мужская прогимназия строилась на средства попечителей и меценатов, и поэтому восстановление тоже, я думаю, обязательно должно быть с таким же участием. Поэтому пожелаю вам, чтобы как можно быстрее вы смогли стать обладателями уже восстановленного здания. Спасибо огромное, Мария Петровна. Наш музей выражает огромную благодарность Всероссийскому педагогическому собранию, общественной организации председателя Марии Петровны Петровой. И немножко вкратце, если сказать про ситуацию, которая сейчас у нас идет. Вообще вот с 2008 года распоряжением Министерства имущественных отношений вот это здание, Якутская городская мужская прогимназия, передано нашему музею в оперативное управление. И в 2016 году приказом Департамента по охране объектов культурного наследия он вошел в реестр, госреестр, и считается объектом культурного наследия регионального значения. И в этом году от
приказом Министерства строительства нашей республики по разработке проектно-сметной документации вошло в инвестиционную программу. И нам именно на разработку проектно-сметной документации выделено средства из госбюджета 8 миллионов 400 тысяч рублей. И сейчас ведутся работы по оформлению документов. И буквально вчера-сегодня мы занимаемся кадастровыми работами и снизу именно вот по оформлению земли, передаче на бесконечное пользование нашему музею. И хотелось бы вот на такой знаменательной ноте, радостной ноте, да, выразить огромную благодарность нашему учредителю Министерству культуры и духовного развития, который делает непосильную поддержку по оформлению документов, и, конечно же, департаменту по охране культурного наследия в лице руководителя Николая Афанасьевича Макарова. Спасибо огромное, Мария Петровна. Конечно, Аиза Петровна, наша основатель нашего музея, она сколько лет бегала, искала средства, а вы всегда были поддержкой ей. И вот то, что осуществляется, и вот все это происходит, это вообще нас очень радует. И, конечно, уже готова научная концепция по именно как будет выглядеть наш музей в новом здании. И мы очень надеемся, что все это в ближайшее время произойдет. И вчера я вот Сидоровым Александром Владимировичем, именно куратором, который занимается вот в Министерстве культуры и духовного развития, поговорила. И строительно-монтажные работы уже начинаются с 23 на 24 год. А проектно-сметная документация уже должна закончиться во втором квартале 2022 года. Так что мы надеемся на все, то, что все быстро реализуется. По плану. Да, по плану. Спасибо огромное.